Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. О развитии сферы культуры в республике, о ходе реализации национального проекта «Культура», о культурных событиях текущего года и, конечно же, о подготовке к ИСЭХу Аланхоа-2024 мы сегодня поговорим с гостьей студии Марией Турантаевой, первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха. Мария Васильевна, здравствуйте. Доброе утро. Какие значимые даты, юбилейные события отмечаем в этом году? Ну, у нас этот год насыщенный, достаточно юбилейными датами, но можно отметить, у нас в этом году отмечает 50-летний юбилей. Это выпускники Щеплинского училища, третьей студии. Это получается у нас как раз-таки наши знаменитые артисты, которым сейчас тоже исполняется практически всем уже по 75 там, и так далее. И они практически вот всю жизнь полностью, скажем так, да, и вот в этом посвятили служению театру. Например, можно отметить лауреата государственной премии имени Кулаковского Герасима Васильева, также нашего выдающегося Андрея Савича Борисова, Степаниду Борисову, и Анатолия Павловича, и Изабеллу Васильевну Николаевых, Зою Гавриловну Попову и многих других. Эта золотая студия в этом году отмечает 50 лет служения искусству и театру Якутии. Да. Скажите, а вот как сейчас продвигается реализация нацпроекта «Культура»? Ну, национальный проект «Культура», мы благодарим очень сильно за это нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что такие проекты, как «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», они очень сильно помогают нам в целом для развития культуры. А также у нас очень много идет строительство в части домов культуры, музеев и так далее, которые вот как раз-таки благодаря этому проекту у нас уже имеются несколько уже готовых проектов, и в этом году тоже в нынче будут сдаваться тоже несколько проектов. Да, известно, потому что вот за несколько лет там и более 30 модельных библиотек было построено. А как проходит работа по проектам с большими гастролями, когда, например, Русский театр или Саха-театр отправляется по району? Да, у нас в этом году нынче гастроли достаточно насыщенные прошли. У нас практически все театры, они обменялись гастролями, можно сказать. Обхватили мы практически всю республику. Например, Русский драматический театр имени Пушкина у нас в этом году ездил в город Ленск, в Ленский район, и там показывал свои замечательные спектакли. Потом флагманом можно назвать также Саха-академический театр. Он объездил практически весь север нашей необъятной родины. Да? Потом можно отметить также и Нюрнбергский театр, все наши театры, театр КМНС, театр юного зрителя, также Нюрнбергский передвижной театр. Также гостем столицы был Мирнинский театр. Также можно отметить также театр Аланхоа, который в этом году выезжал не только вот по запланированным гастролям, да, но еще сделал турне с нашим выдающимся исполнителем Аланхоа Тимофеевым Никандром Прокопьевичем, нынче которому исполнилось 90 лет. И вот они как раз-таки ездили в Сунтарский улус, и как раз-таки там могли показать и делать мастер-классы по исполнению Аланхоа и Таюку. Звучит невероятно. Ну, близится лето, скоро будет и главное празднество, наверное, этого времени года ИСЭХ Аланхоа. Как идет сейчас подготовка? ИСЭХ Аланхоа — это один из самых больших событий, мне кажется, этого года. Ну, не считая, конечно, Дети Азии, да? ИСЭХ Аланхоа у нас в этом году будет проводиться 17-й раз на замечательной благодатной земле Амги. И вот у нас сейчас идет очень интенсивная подготовка к ИСЭХ Аланхоа. Работа ведется с постановочной группой, в котором у нас трудятся 3 режиссера. Это Сергей Васильевич Расторгуев, Павел Афанасьевич Колесов и Мария Маркеловна Маркова. И они готовят для нас как раз-таки замечательные открытия и закрытия, и постановки, которые вот посвящены непосредственно эпосу Аланхоа. Уже известно, какая часть эпоса будет представлена в церемонии открытия? Нынче готовится как раз-таки открытие и закрытие по 2 разным Аланхоа. Это получается Аланхоа Кюнику Растырова и устах еще один Аланхоа Устина Нохсорова. Вот как раз-таки вот эти по 2 этим материалам у нас готовится и открытие, и закрытие.
А если мы говорим про церемонию открытия-закрытия игр Детей Азии, там ведь тоже прилагаются большие усилия, тоже делаются постановки. Да, там у нас работает уже команда с прошлого года. Есть дирекция культурной программы, которую возглавляет Брызгалова Сардана Семеновна. Ну и, конечно же, за творческую часть у нас отвечает, в целом курирует Андрей Саевич Борисов, и с ним как бы наравне работают тоже наши знаменитые режиссеры Руслан Тарховский, Алексей Константинов и Степанов Михаил. Плюс там отбор детей не так давно проходил, когда Да. отсматривали все Да. студии. Да, Как да, да. прошло? На достаточно высоком организационном уровне, можно отметить. И у нас дети очень талантливые. И можно, кстати, отметить то, что у нас в этом году по отрасли культуры у нас год детского театрального искусства объявлен. Именно вот по линии Министерства культуры. Да? Так как в этом году, как вы знаете, у нас президент России объявил годом семьи, и наш Ильдархан Асен Сергеевич также в республике объявил год детства. Поэтому мы решили объединить как бы вот эти два больших темы и, соответственно, сделать год театрального детского искусства в этом году. Поэтому отбор был достаточно такой на высоком уровне. Дети у нас практически все были профессионалами, можно отметить, да. И наши дети очень талантливы. В этом можно убедиться как раз-таки летом во время игр Дети Азии. Ну да, здесь без ложной скромности. Да. Но ведь помимо церемонии открытия и закрытия на играх Дети Азии запланирована еще и культурная программа для гостей. Будет очень большая культурная программа. У нас практически все площади нашего города Якутска, они будут полностью охвачены культурной программой. И также в рамках игр Дети Азии у нас пройдет большой форум «Желанный берег» и, естественно, традиционный «Мамонтенок», который у нас организует самый бриллиантовый цирк и северный цирк Якутии. Мария Васильевна, вот в прошлом году, осенью, по-моему, если я не ошибаюсь, глава Якутии Асен Сергеевич Николаев учредил праздник День Асохая. В этом году мы его отметим в мае. Да. Да? Как собираемся отмечать? 25 мая вся республика будет отмечать День Асохая. Но это, конечно, этот указ, мы благодарим за это Асена Сергеевича, потому что этот указ как раз-таки был принят очень как бы вовремя, потому что Асоха является также нематериальным культурным достоянием всего народа нашей необъятной родины. Да? И благодаря вот этому указу у нас появилась целая программа, по которой мы будем работать и развивать, и, естественно, как бы не то, что возрождать, а именно развивать и как бы, как скажем так, масштабировать, скажем так, само понятие Асоха. И вот благодаря также Сергею Васильевичу Мясникову было принято комплекс мер, по которым как раз-таки будем поэтапно вести работу по развитию и распространению Асоха. Там же запланированы еще такие мероприятия, как экспедиция, да, вот Да. по поиску каких-то данных. Экспедиция, да, в первую очередь. Потом у нас будет писаться концепция. Как раз для того, чтобы подготовить концепцию на уровне, мы будем приглашать как раз-таки наших научных деятелей, которые вот свою жизнь посвятили непосредственно вот изучению Асохая. Да? Потом также будем стараться оцифровывать Асохай, потому что это для наших будущих поколений тоже это очень важно. Ну и много других мероприятий, которые мы должны с вами проводить. А можем пока или не можем говорить про сотрудничество с международными коллегами, ведь все равно у каждого народа есть какие-то фишки, которые похожи. Вот, кстати, да, еще со времен, где-то лет 15 назад у нас появился такой научно-практическая конференция, которая появилась, да, которая как раз-таки изучает вот хоровые, круговые танцы. Вот, и мы его проводили, кстати, в 2014 году последний раз и в 2022, по-моему, проводили, да. И там в рамках этого как раз-таки мы смотрели особенности и схожести как раз-таки вот по круговым танцам вот как раз-таки всех народов, которые вот, проживают на территории России, ну и по всему миру, скажем так. Особенности, какие уникальные, как бы, да, можно отметить. И благодаря вот этим научно-практическим конференциям у нас появилось очень много таких разновидностей. И сейчас даже можно отметить, что каждый улус практически имеет свою особенность, да, в исполнении вот как раз-таки вот этого Асохай. Получается, что в мае нас ждут массовые танцы на площадях города. Да, обязательно. И в этом году как раз-таки 25 мая у нас это день последнего звонка по всей Якутии, получается. Даже так удачно совпадает. Да. И очень здорово, что это совпало. И вот наши дети, которые вот как раз-таки заканчивают школу, они как раз-таки сначала вот станцуют Асохай, а потом уже уйдут в большой мир, скажем так. Ну, здорово. Да.
А не будет никаких шествий, вот как, например, в День народного мастера, когда в костюмах выходят? Как Асоха не подразумевает же как бы шествие, оно как бы подразумевает круговой танец. Ну Поэтому да, на площадях, вот на площади Дружба, а также на территории Якутского государственного объединенного музея имени Ярославского там будут проводиться Асохой. Мгм. Ну и, наверное, просветительские лекции. Обязательно, обязательно. И встреча с как раз-таки современными исполнителями Асоха и там и так далее. Вот как раз-таки будет тоже организовано. Пока у нас есть еще с вами время, Мария Васильевна, я хочу спросить вас о Пушкинской карте. Не так давно появилась эта программа, но показывает себя очень хорошо, потому что почти 30 тысяч держателей Пушкинской карты только по Якутии есть. Да. Пушкинская карта, мне кажется, это самая огромная помощь как раз-таки нашим, всем нам, деятелям искусства, культуры, работникам, да, нашим театрам, нашим концертным организациям. И благодаря вот появлению такого проекта, как Пушкинская карта, у нас практически все имеют возможность так или иначе приблизиться к культуре и искусству. Потому что это дает возможность практически на бесплатной основе с помощью государства посещать музеи, посещать мастер-классы разного рода, да, естественно, посещать театры. И, конечно, когда человек приходит в театр, он приходит как человек, а уходит оттуда уже как личность. Ну да. Но вот что интересно, по статистике все-таки больше ходят в кино по пушкинским картам. Конечно, но кино это, как вы знаете, что у нас якутский кинобум он везде, по всему миру практически известен, да. И вот мне очень в последнее время нравится наш российский контент. Вот сказки, когда вот появляются, особенно, да, вот по щучьему велению, там вот бременские музыканты и так далее, и любые другие вот как раз-таки российские фильмы, которые тоже радуют наших зрителей. И, в принципе, вот те же держатели карты, допустим, та же молодежь, то, что она очень сильно интересуется вот не только, как бы, скажем так, блокбастерами там мирового уровня, но и отмечает еще и российский контент, то это мне тоже очень нравится. Ну да, это известная фраза, что важнейшим из искусств для нас является кино. Да. Ну, надо сказать, что и якутский кинематограф не отстает, она, Конечно, может быть, конечно. даже опережает. Да, у нас якутские фильмы, можно сказать, делают конкуренцию многим фильмам. Как раз-таки вот иностранным, можно сказать. И как бы имеют достаточно большой успех. И вот в последнее время тоже у нас вот начали уже выпускаться фильмы, поэтому мы ожидаем еще больше и больше новых фильмов от наших производителей. Да, и в целом, вот буквально в четверг появится премьера фильма про Карину Чикиту. Да. Тоже невероятная история. Вот очень ждем премьеру этого фильма, потому что это как раз-таки было основано на реальных событиях. И практически это современная история, которую практически все знают. Жители нашей республики, и жители России, можно сказать. Поэтому я думаю, что этот фильм будет тоже успешным. Известно, что он будет держать на напряжении, но хорошо, что там мы знаем, что концовка счастливая. Мария Васильевна, благодарю вас, что нашли для нас сегодня время. Мы с вами так очень интересно поговорили. И, конечно же, успехов в вашей непростой работе по подготовке к таким масштабным мероприятиям. Приходите. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.